Ну и получается уже второе летнее «Здравствуйте». В нашей программе мы говорим вам. Это «Детали. Живой звук», самый музыкальный продукт на республиканском телевидении, куда мы приглашаем как начинающих, так и состоявшихся в нашем случае артистов. Мы вещаем не только в вашем телевизоре, идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте. Нужно просто нажать на трансляцию, она откроется, и там, вот именно там уже вы можете отправлять нам свои вопросы, комментарии, просто делиться, я уверен, хорошим летним настроением сегодня. Еще в WhatsApp мы готовы принимать от вас вопросы. Все контакты и координаты у вас на экранах. Что же касается наших гостей, сегодня мы прикоснемся к прекрасному, а за прекрасное сегодня будут отвечать солисты Государственного театра оперы и балета нашей республики Елена Ладыгина и Андрей Ковалев. Здравствуйте, дорогие друзья. С Андреем мы уже общались и просто по-человечески и профессионально в нашем формате. С Еленой я познакомился только сегодня. Стыд испытываю определенный, потому что вы очень очаровательный человек и музыкант, в первую очередь, или во вторую, там уже нужно определяться. Поздравляю вас обоих, в первую очередь, с завершением какого, 64-го? Да. 64-го театрального музыкального сезона. 6 июня он завершился. Каким он был для вас? Сам театральный сезон? Ну, для меня, в первую очередь, был таким достаточно сложным, потому что я как раз вышла из декрета. Только вот и получается это для меня. Спасибо. И для меня те спектакли, которые я уже играла, они для меня были тоже как и премьерные тоже. Поэтому достаточно волнительно. Андрей, что у вас было в этом году? У меня тоже было, как всегда, насыщенный сезон. Очень много работы. Премьера «Пиковой дамы» у нас была осенью. Весной был повтор, где я выходил в роли князя Елецкого. И сейчас вот не так давно вернулся с конкурса с Екатеринбурга, город Екатеринбург, конкурс имени Курочкина международный, где я стал дипломантом. Вы вышли в финал и стали дипломантом. Да. С этим мы вас тоже поздравляем. Спасибо большое. Вопрос у меня был, конечно, чуть позже, потому что он немного должен был коррелироваться со вторым произведением. Это будет одна из самых известнейших арий, по крайней мере, на советском и постсоветском пространстве. Но прежде, чем мы перейдем к этой тематике, первое произведение, к нашему общему счастью, это будет прекрасный дуэт. Я прошу вас на нашу импровизированную сценическую площадку, а мы ждем ваши вопросы, комментарии в ВК и в WhatsApp. Верьте, любовь свободна, словно птица, и смело она сметает все границы. И если душа к другой душе стремится, то дела им нет, что скажет строгий свет. Если любовь мелькнет лучом весенним, я сердце отдам, отброшу все сомнения. Но трудно порой бывает, к сожалению, нам счастье найти на избранном пути. Прошел я немало путей, дорог, но счастья найти не смог. Напрасно кумир я себе искал. Но если б вы, кумир, себе нашли, то что бы вы сказать ему могли? Кумир мой, мне снится во сне.
я твой. Он, видно, дороги ко мне не знал. Но если бы героя вы нашли, что бы вы сказать ему могли? Кумир мой, мне сердце пленит своим умом, своим теплом, своей душой. Кумир мой, мечтаю Мечта сбылась, любовь зажглась, со мной ты сейчас. Превосходно. Возвращайтесь, пожалуйста, дорогие гости. Уважаемые зрители, вы, безусловно, узнали оперетту Кальмана «Принцесса цирка», которая многие годы с большим, если сказать, огромным успехом идет в Театре оперы и балета нашей республики. А возвращаясь к вашей дипломной, скажем так, работе, в данном случае вы стали дипломантом 8-го конкурса. 8-й, да, это был уже по счету, по-моему? Да, 8-й. Да, 8-й. В Екатеринбурге. Притом это был особенный, он столетию, по-моему, был посвящен Да, дня рождения. Курочкина, да. Курочкина, да. Насколько было сложно? Вы знаете, как получилось... Я, честно скажу, даже не знал об этом конкурсе, и мне предложила моя коллега Дарья Гапонова туда поехать. И еще с нами поехала Ксения Макарова, Шаблина, да. И там 2 номинации: оперетта и мюзикл. Вот мы с Дарьей участвовали в номинации оперетта. И, собственно, повезли то, что у нас уже есть, те номера, то есть 2 дуэта и 2 сольных номера. И, конечно, для меня это было очень волнительно, потому что, я был раньше на конкурсах, но вот на конкурсе оперетты, тем более на международном такого как бы масштаба, я был впервые. И, конечно, было очень волнительно. Но когда я узнал, что я прошел на 2-й тур, я, конечно, очень обрадовался, даже сначала не поверил. Вот. А когда уже прошел финал, то, понял, что уже почти до конца дошел. Конечно, хотелось какое-то место, естественно, получить. Но, учитывая то, что было очень много и сильных довольно участников, и, то есть мы себя заявляли как герои, я в том числе, а было очень много простаков. И у них, помимо, то есть, вокала, еще танцы были, причем такие, очень такие сложные, да, чего, может быть, не было как бы у нас, таких уж прям сложных танцев. И поэтому, конечно, там тоже были очень достойные как бы ребята. Ну и, собственно, когда я узнал, что я дипломант, я тоже очень обрадовался. То есть я считаю, что для меня, в принципе, как бы я как место занял. Потому что побороться с такими участниками рядом и попасть в десятку, получается, 120 участников было, и вот мы попали в десятку, получается, лучших, кто в оперете. Это серьезное достижение, что, да. И я думаю, что будет уместно услышать ту самую арию, которая принесла вам диплом. Андрей Ковалев, прошу вас. Елена, мы с вами немножко отдохнем. И ВК, WhatsApp, мы ждем ваши вопросы и отзывы. Снова туда, где море огней, снова туда, с тоскою моей. Светит прожектор и фанфары гремят. Публика ждет, будь смелее, акробат. Со смертью играю смерть.
никогда не дадут Смычок опущен, и мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится, дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, и гаснет свет, и никого со мною рядом нет. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль в душе затая. Всегда быть в маске. Судьба Конечно же, это ария мистера Икс из той же «Принцессы цирка» в замечательном исполнении Андрея Ковалева. Спасибо большое. Помните, Алена, у мистера Икс три ипостаси. Поправьте меня, если не прав. Это циркач, потом дворянин и аристократ. Да. Как-то так. Да. У вас теперь две ипостаси. Вы академический музыкант и счастливая, прекрасная мама. Вы где себя комфортнее чувствуете? Я думаю, что это такие две разные ипостаси, ну, как единые. И там хорошо, и там хорошо. Ну как, ребенок, семья — это душа. Творчество, профессия — это тоже душа. Не могу разделить. Ну да, может быть, вопрос не совсем корректный, но извиняться за него не буду. Хотя бы давайте исходить из того, что, открывая ваши аудиозаписи, там изначально Егор Крид попадался, это, простите, ничего, бывает, кто без греха, и так далее, и так далее, и так далее. А потом барбарики, и все, музыки не осталось. Да. Остается ли место все-таки для музыки вне сцены, дома? Конечно. У нас ребенок совершенно музыкальный. У нас сын, и его утро начинается с музыки, с музыкальных сказок. Ему сейчас 2 года, и он уже... Вот песня звучит, он уже окончание там пытается допеть. Поэтому я думаю, что он точно у нас пропитан целиком и полностью. Главное, не заставляйте. Хотя, нет, конечно. Кто я такой, чтобы учить? Во многих ваших интервью такой сюжетной, можно сказать, линии идет мысль о том, что нужно развивать национальную культуру. Вы, как сысерская девушка из Визинги, вы как это видите в современной театральной культуре? Есть у нас опера Куратов, да? Да. О которой мы отдельно поговорим. Что-то еще есть в планах? У меня, кстати, есть, в планах. Я хочу попробовать поучаствовать в знаменитом конкурсе «Василей». Вы не были там еще ни разу? Нет, к сожалению, все время никак не получается, потому что он 13 января, а у нас как раз такой насыщенный период
У нас слайд-фестиваль в театре, и никак не получается подготовиться. И, конечно же, я считаю, что комик-культуру нужно развивать, и так же, как и для среднего взрослого поколения, так и для молодежи. Сейчас я вот смотрю, бываю тоже на конкурсах наших местных, и достаточно часто современную музыку молодежь поет, рэп на коме, там еще что-то. Слышали, да. Да, вот много сейчас этого. Я думаю, что это правильно. Василий вас однозначно ждет, но прежде прошу вас вернуть нас к мировой классике. Прошу вас. И мы ждем ваши... Совсем не на коме. Вообще не на коме. Мы ждем ваши вопросы и комментарии ВКонтакте и WhatsApp. Прошу вас. Giorno sa per noi verrà la libertà di amarci qui senza limiti e fiorirà il sogno noi negato si svelerà di amarcelo ormai un giorno sai arriverà la L'amore noi supererà gli ostacoli e le maree dell'avversità e fiorirà il sogno noi negato si svelerà di amarcelo ormai un giorno sai arriverà la vita che ci sfugge qui. Прекрасная история, не менее прекрасной любви. Это кинофильм «Ромео и Джульетта» в 60-х, по-моему, был создан и выпущен, и композитором был Нино Ротта. Да. Он больше нам известен как композитор к фильму, который написал музыку, фильм «Крестный отец» Копполы. Раз уж лингвистический вопрос, но прежде нет, давайте один комментарий. В нашей группе ВКонтакте он, видимо, оставлен от Татьяны Афанасьевой. Елену только услышала и уже восхищаясь волшебным голосом, и опять вернули мир оперетты, так полюбившийся мне. Спасибо огромное за это чудо, за это счастье. Спасибо, что чувствуете. Спасибо, да, спасибо, что понимаете. Лингвистический вопрос. В Куратове вам было сложно, Андрей, как человеку из Саратова? Мне было сложно на тот момент, потому что я первый сезон работал,
И очень сложно. Ну, там вообще сложное произношение, то есть, да, я считаю, в коми-языке. Но мне очень помогла моя коллега Тамара Александровна Савченко, так как она знает коми-язык, и она со мной занималась, и очень мне, конечно, помогла. И даже потом кто-то мне говорил, что спрашивали зрители, Ковалев, может быть, он коми, то что близкое произношение. Ну, конечно, лучшая похвала для меня была на тот момент. Но вот петь на нем красиво, я считаю. Он такой все-таки распевный язык, мне кажется. Не уступает итальянскому. Может, даже превосходит, да. Я думаю, музыка еще помогает. Музыка красивая, да. Там. А кто был композитор, прошу прощения? Сергей Носков. Да. И мне подсказывают, что нам пришло время, мне кажется, переходить к советской классике, произведение, которое трогает за душу автора. Я сейчас на память не вспомню, но это... естественно же, Бабаджанян. И Рождественский. Написал замечательные слова. Музыка, песня о музыке, которая на нашем телеканале и в этом проекте не исчезнет никогда. Я в это верю. Прошу вас, верни мне музыку. Мы ждем ваши вопросы, комментарии в ВК и WhatsApp. На водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь, их музыку услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, у всех знакомых на виду, уведу на радость и беду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка.
Можно сказать только браво. Это подтверждает ваши комментарии под нашим стримом ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях замечательные солисты Государственного театра оперы и балета Андрей Ковалев и Елена Ладыгина. Все ждут премьер 65-го сезона. Но константы были и останутся. Евгений Онегин, Травиата, Риголетто. Евгений Онегин из года в год. Он для вас один и тот же? Нет, для меня он, наверное, разный все-таки. Причем каждый раз, хотя вот в этом сезоне его не было у нас, но сколько вот я выхожу в этой роли, каждый раз я что-то новое нахожу. Ну, во-первых, это Чайковский, да. Во-вторых, Пушкин. А в-третьих, вот этот герой, но он как-то мне вообще вот близок, наверное. И как-то я его чувствую, я уже об этом как-то говорил. И с каждым спектаклем я какие-то краски в нем новые нахожу. И, может быть, мне хочется его оправдать в чем-то. Я нахожу в нем какие-то хорошие черты. Не так, как, может быть, принято его считать каким-то плохим героем. То есть... Ну, неплохим по весу. Ну, как бы да. Ну, что вот он все-таки отказал Татьяне, и он такой плохой. Я вот с каждым разом как-то немножко даже иногда переубеждаюсь в этом. Не считаю, что вот он такой совершенно плохой. Хорошо. Елена, Джильда. Та же самая каждый год? Джильда? Да. Я ее очень давно не пела. Мы ездили на гастроли в Англию. И у нас было 33 спектакля. Да, по-моему. Риголетто. И мы пели этот спектакль через день практически. Я помню, перед тем, как поехать в Англию, я очень сильно заболела, у меня был бронхит, и я практически не репетировала. Я партию выучила, но не пела. И для меня и репетиции, и премьера была в Англии. Поэтому я, насколько я помню, испытала такой стресс. Потом, вообще образ Джильды мне полюбился сразу. Они, наверное, может, даже вот если связать с Онегиным, чем-то с Татьяной похожи. Вот этой вот невинностью, чистотой, лирическим характером своим. И, конечно же, Джильду я люблю так же, как и свою любимую Татьяну. Прекрасно. Я их не могу разделить. Единственное, что Татьяну не крадут, да? Не уносят. Да. Вернемся к советской классике. Елена Ладыгина, прошу вас на нашу импровизированную сцену, но мы ждем ваши вопросы, комментарии в ВК и WhatsApp.
Вчера с тобой суровый север, встречал я хмурую зарю, а вот сейчас глазам не верю, я с Черным морем говорю. О, море черное родное, как мальчишка встречи рад, опять шумит передо мною неодолимый твой накат. Тихо плещет волна, ярко блещет весна, снова южных небес высота и цветов красота, бьет шумливо и вольна черноморская волна. Севастопольский вальс, золотые деньки, а на рейде вечерний час кораблей огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Я вернулся домой, в Севастополь родной. Здесь, как прежде, каштаны цветут. Город мой, вновь я тут, и бульвар своей листвой вновь шумит над головой. Севастопольский вальс, золотые деньки, а на рейде вечерний час кораблей огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Пожалуй, самое летнее произведение сегодня, ну, вы узнали, конечно, это Реза Аверина, это Севастопольский вальс, съездите в Севастополь. Давайте о житейском и простом. Что летом? Планы? Я начну. Пожалуйста. Ну, у нас такая традиция семейная, так как мы живем, мой родной город Саратов, на Волге, у нас есть катер, и мы каждое лето ездим отдыхать недалеко от Саратова, хотя как недалеко, 40 километров от Саратова где-то, и там очень потрясающие места живописные. Мы там ловим рыбу, купаемся, в общем, все, что только возможно. И уже это давно очень... Даже не знаю, что еще сказать. Очень потрясающий. Нормально. отдых. Главное, вы помните, что 40 километров по меркам Республики Коми – это очень недалеко. Алена. Да. Так как я уже говорила, что у меня маленький ребенок, поэтому с ним особо не попутешествуешь в далекие города, страны. Говорят, Визинги летом очень хорошо. Да, и мы, конечно же, будем у себя на родине в Визинге, и мы поедем на родину к супругу в Республику Мариэл. Замечательно. Наша братская республика. Большой привет, Мариэл. Вадим Воронин тут пишет. Всем добрый вечер. Постоянно восхищаюсь голосом Алены. Просто шикарно. Алена, и там хлопки. Спасибо, вот видите, рокеры вас любят. Я тоже их очень люблю. Это константа, и это понятно. Алена, прошу вас к микрофону. Мы ждем ваши вопросы, потому что в WhatsApp идет трансляция. Вы нажмите на трансляцию, и там вы сможете нам написать. И в WhatsApp тоже все это можно делать. Прошу вас. Spagna sono la bella, regina son bell'amore. Tutti mi dicono stella.
son bell'amor, tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Ah, stretti, stretti, nella stassi di amor, la spagnola s'amor così, bocca e bocca alla notte il dì. Stretti, stretti, nella stassi di amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca alla notte il dì. Гордые прелесть осанки, страстная нега очей, все это есть у испанки, дочери южных ночей. Гордая прелесть осанки, страстная нега очей, все это есть у испанки, дочери южных ночей. Жду тебя я, о моя дорогая, ах, прерви же свой сладкий сон, выйди, милая, на балкон. Жду тебя я, о моя дорогая, ах, прерви же свой сладкий сон, выйди, милая, на балкон. Spagna sono la bella, regina son bell'amor, tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. In Spagna sono la bella, regina son bell'amor, tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Ah, stretti, stretti, nella stassi di amor, la spagnola s'amor così, bocca e bocca alla notte le dì. Stretti, stretti, nella stassi di amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca alla notte le dì. Не мои слова, но цитата из нашей группы ВКонтакте от Анастасии Некрасовой. Ален, как всегда, на высоте. Наслаждаемся прекрасным голосом, чудесным пением, творческих успехов, благополучия в семье. Присоединяемся. Спасибо Времени немного, вернее, к сожалению, остается. О характерах. Вы играете негодяев в карман. Андрей, да? Да, контрабандиста. Да. Забываю, как его зовут. В основном положительно, а тут вот... Да. Тут есть такой гадкий тип. Алена, у вас есть отрицательные персонажи? Есть. Но мне кажется, вот как раз Мадлен из оперетты «Фиалка Монмартра» Кальмана. Мне кажется, она не совсем положительная. Ну, конечно, изначально они друзья. Вот мы вместе с Андреем играем. А кого интереснее играть? Ну, детскими категориями, если хороших или плохих. Мне сейчас интереснее плохих играть. Даже хочется побольше их играть. Очень Потому что их интересно меньше, всем, Потому что мне хороших кажется, очень много было. Засилие хороших персонажей у нас в театре балета. Обязательно посетите новый сезон, если еще не были. У нас мало времени уже, подсказывает режиссер. Мы должны продолжить с музыкой. Андрей Ковалев, я прошу вас. А ваши вопросы и комментарии еще принимаются. У нас есть некоторое время. Ждем. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца.
Сколько раз тебя пытали быть Россией или не быть? Сколько раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые ситцы нарядил бы белый свет. Мне всю жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Мне всю жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Днем России. Да, красиво. Это нам написали в WhatsApp. Речь идет об исполнении и в целом о людях. Сегодня у нас в гостях солисты театра оперы и балета нашей республики Андрей Ковалев и Елена Ладыгина. Возвращаясь к характерным персонажам, были ли такие, которых было играть психологически, вот именно ментально некомфортно? В моей практике, в моем творческом опыте был такой вот спектакль, называется «Ограбление в полночь». Угу. Там нужно было танцевать стриптиз на столе. Мне было сложно. Потому что приходилось ломать немножко себя изнутри, но это интересно, это опыт. Я полагаю, это было максимально эстетично, наверное, все-таки. Да, конечно. А Андрей? Да, была тоже такая роль Ризничева в «Тоске» в свое время. Как бы роль характерная, и мне было, конечно, очень сложно раскрепоститься и донести. Но потом вот со временем как бы я втянулся, нашел для себя какие-то новые краски, и сейчас даже удовольствие получаю от этой роли. Великолепно. Я полагаю, что это не тот случай, когда человек ко всему привыкает. Я надеюсь, что это все-таки больше артистический профессионализм. Профессионализм артиста, который мы сейчас ждем, его демонстрации от Елены Ладыгиной. Прошу вас, и буквально несколько минут у вас остается для того, чтобы написать нам или что-то спросить в WhatsApp или ВКонтакте. На Монмартре поздней ночью не смолкает гул, там бессонное веселье до утра. Час, когда перед рассветом весь Париж уснул, в кабачках раскурит танцы и игра. Там сверкает пышный карнавал, пошумит веселый бал. Там порой за 5 минут поэты песни создают, чтоб целый год потом Париж их распевал. Ой, чтоб целый год потом Париж их распевал. Карамболино, карамболетто, звезда веселья и весны. Карамболино, карамболетто, сердца пленять умеешь только ты. В нарядных блестках, ты на подмостках, чаруешь взор Дубинской. Карамболино, карамболетто, нигде на свете нет красавицы такой. Заблестят в лучах рассвета в очертании крыш, до горят кафе и барах огоньки. От тебе карамболетто будет петь Париж под веселый шум бульваров и реки. Может, песни от тебе поэт, а художник твой портрет. Ну,
наконец подаришь ты любви венец. Кого полюбишь ты, владычица сердец. Ой, кого полюбишь ты, владычица сердец. Карамболино, карамболетто, звезда веселья и весны. Карамболино, карамболетто, сердца пьянца умеешь только ты. В нарядных блестках ты на подмостках чаруешь взор Топецкой. Карамболино, карамболетто, нигде на свете нет красавицы такой. «Фиалка Монмартра», та самая оперетта, вернее, ее небольшой, но очень яркий отрывок в исполнении Елены Ладыгиной. Предпоследнее произведение. Что нам ждать в 65-м театральном музыкальном сезоне? Если вы уполномочены об этом говорить. Я думаю, что, безусловно, много всего нового, интересного и много премьер. Много Это я премьер, точно знаю. о которых мы пока не можем говорить. Да, я думаю, на можно самом сказать. деле, Давайте тогда скажем. Насколько я знаю, Инсайдерская информация. Да, там грядет у нас постановка «Летучей мыши», Оперетта. да, в которой, наверное, я тоже буду работать. Очень надеюсь. И Алена тоже, я надеюсь, так как мы с ней давно в тандеме. И, насколько я знаю, «Дон Жуан», который мы сейчас не успели поставить, наверное, не то, что не успели, а там просто проблемы возникли, что режиссеру срочно пришлось уехать во Францию в связи с событиями известными. Да, и, наверное, будем его... Детские спектакли еще также, конечно же, планируются. Да, я видел несколько фотографий для совсем маленьких наших зрителей. Очень красивая постановка. Ну и моя любимая тема об элитарности. Оперное академическое искусство. Это для избранных? Я думаю, нет. Мне кажется, для тоже всех. нет. И я думаю, просто нужен подход, нужно просто человека подготовить к этому. И, наверное, готовить заранее, как бы задолго. А может быть и нет. Некоторые в оперу не ходят, а потом влюбляются в какой-то спектакль и начинают ходить. Да? Есть такие случаи. Да. Но в любом случае мы будем делать, уважаемые зрители, все для того, чтобы вы слушали хорошую, красивую и, самое главное, живую музыку как можно чаще на нашем телеканале. Уважаемые друзья, Елена Ладыгина, Андрей Ковалев, вы прекрасные люди. Спасибо вам за красивое и высокое искусство. Ну и в завершении классический кроссовер. Это когда музыкальные стили поп, в данном случае современные и классики сочетаются. Песня, которую знают, я думаю, что многие, если не все, в исполнении солистов Государственного театра оперы и балета. Прошу вас, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч. Sono solo, sogno l'orizzonte, mancano le parole. Se lo sai che non c'è in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su la finestra mostra tutto il mio cuore che acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai. Adesso se li vivrò con te, partirò. Sono per morire che io lo so, non esistono più. Con te io libero. Quando sei lontana segno l'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me,
sola tu sei qui con me, mio solo tu sei qui con me, con me, con me, con me.